Антакала. Салам! Вы слушаете подкаст «Антакала», где мы знакомимся с людьми, делающими интересные проекты в регионах. Меня зовут Настя, а в гостях у меня сегодня Кирилл Степанов, блогер и молодой фермер. Кирилл, салам! Всем салам, привет! Мне кажется, Кирилл, ты самый молодой гость в моем подкасте. Ну, возможно. Сколько тебе лет, если не секрет? Мне вот летом исполнилось 20. Самый мой первый вопрос. Кем ты себя больше ассоциируешь, блогером или все-таки фермером? Сначала, когда я только-только начинал все это дело, скажем так, больше, наверное, смотрел на направление фермера. Как бы я все это начал одновременно. Наверное, больше с блогерской стороны. Ну и плюс параллельно фермерство тоже. Очень интересно людям показывать. Да и у меня, в принципе, тематика про это на данный момент полностью. Людям интересно смотреть про деревенскую жизнь, как я там отдыхаю, тусуюсь, работаю. Это интересно людям. Слушай, наверное, мне кажется, не все подписчики, может быть, знакомы с твоим контентом. Хочется в паре слов рассказать. Кирилл родился и живет в Валиковском районе. Не знаю, будем называть село или нет, чтобы... Деревня Малые Туваны. Класс. С детства, как и все, наверное, да, там деревенские ребята, отлично чувствуют себя в домашнем хозяйстве, занимаются огородом, скотом. Да, у нас еще, когда мы маленькие были, у нас родители много коров держали. Это было там до 7 голов там. Летом коров пасли, овец пасли. Ну, как и все, наверное. Там все каникулы в поле. Работаешь, сено, полоть, пасти. Да, но почему молодой фермер? Сейчас же у тебя, так понимаю, есть там какое-то свое хозяйство, свои птицы. Вот расскажи вообще, кто у тебя в фермерском хозяйстве? Так, у меня в основном это птицы. Разные породы кур, уток, гусей. А потом у меня есть перепелки. Потом в этом году еще появились у нас павлины. Пока что они маленькие птенцы. Пока что, но потом, когда они вырастут, будут вот те самые вот царская птица из картины, которые красивые, мега интересные. Из пород кур это, получается, есть виандоты. Ну, у каждой породы свои особенности. Мы их, наверное, сейчас рассказывать не будем. Но вот если кратко. Виандоты это очень красивые, они такие ажурные по расцветке. Потом есть брама. Это очень большие декоративные куры. Далее у нас мараны. У них особенность это цветное шоколадное яйцо, например. Далее у нас лакеданзия. Лакеданзия это вообще какая-то необычная порода. У них полностью там черные кости, черная кожа, все черное и зеленое яйцо несут. Очень интересно. И по мускусным уткам. Это утки отличаются от обычных тем, что они не орут. Они очень тихие, дружелюбные и спокойные. Если честно, иногда я смотрю твои сторисы только ради фразы «мускусные утки». Мне кажется, это непривычно. Да. Как давно ты их завел? И вообще это была твоя инициатива? Или все-таки родители завели, и ты просто как-то их поддерживаешь? Самые первые, это, наверное, да, мускусные утки у нас появились. Я, получается, смотрел YouTube-канал. Тоже, вот такой человек занимался там птицами. Вот у него как раз очень много была эта порода. Они мне как-то понравились. Основной момент, который я смотрел, чтобы завести, это чтобы они сами высиживали птенцов. Мне почему-то всегда хотелось там маленьких птенчиков, чтобы там бегали во дворе. И у нас никто не высиживал. Поэтому вот основным критерием стало вот это. Потому что мускусные утки, они максимально все практически высиживают потомство. Без инкубатора, там, естественным путем. Я смотрела какие-то ролики, где прям вот в этом инкубаторе ты проверял зародыши в яйце или что. Я не знала, что можно так светить фонариком, и прям видно, есть там цыпленок или нет. Это, конечно, да, это примерно на 7-й день делается, для того, чтобы пустые яйца убрать, либо неоплодотворенные. Потому что если они там будут лежать до конца срока, через скорлупу там какая-то патогенная микрофлора туда зашла, она может лопнуть в инкубаторе, и там как бы инкубатор весь грязный будет. Потом его чистить, запах, поэтому это лучше смотреть на 7-й день. Это можно сделать с обычным фонариком телефона, просто светишь, смотришь, и там видно. Слушай, то есть таким удовольствием ты все делаешь? Тебе всегда нравилось заниматься хозяйством? Не всегда, наверное. Я до 7 класса, примерно 8 думал, никогда в жизни не буду жить в деревне. Я маме так и говорил, я вот сейчас школу закончу, никогда в деревне жить не буду, только в городе. Вот, наверное, это вообще фраза опасная. Никогда говоришь. Никогда. Да, и это, скорее всего, произойдет. А что потом поменялось, как ты думаешь? Не знаю даже. Это, наверное, как-то засосало. Это интересное занятие. Ну и плюс с блогом все это показывал. Наверное, как-то само пошло, я и не заметил. А про блог. Как давно ты начал его вести? И Так. вообще, да, наверное, нужно вкратце рассказать про все твои разные платформы.
У тебя, я так понимаю, есть там YouTube-канал, где у тебя там одни видео, есть там запрещенная социальная сеть, где немножко другой формат. Да. Я начинал с YouTube. Это, наверное, сколько? Лет 4 либо 5. Я вот первые ролики просто там удалял, архивировал, поэтому точно сказать не могу, когда у меня был даже первый ролик. Ну, сколько тебе примерно было лет? В каком классе ты учился? Ну, вот 8-9 примерно тогда же. У меня вот, получается, появились там первые, не знаю, цыплята, первые утки, я такой сразу их начал снимать. Потому что я до этого там что-то пытался выкладывать, и уже потом, когда вот это начал выкладывать, там, я помню, у меня какой-то ролик случайно, по-моему, на 1012 просмотров дошло, и я начал про эту тематику снимать. Потом, так, людям интересно, так, буду про это снимать. И так и пошло. А все остальные социальные сети, это вот ВКонтакте, там Дзен, это все, Япи? полгода примерно. Япи, да, тоже плюс-минус так же, полгода. На Ютубе... Сколько у тебя сейчас там подписчиков? Там каждый день растет, по-моему, 57 тысяч. Класс. Но это за сколько лет получается? 4-5, ну не 8 уж, наверное. 4-5, да. Ну, то есть это не такой феномен, что ты такой зашел, сразу залетел. Ой, и всё. вообще сразу не было. Нет. Я вот помню там видеовлоги, вот, которые полный формат, да, это минут 15-20 это вот ролики, они там сначала нам набирали 300 просмотров, 200 с чем-то. Это вот сейчас там могут там набрать десятку, либо еще больше. Вот. Сразу так, чтобы типа начал, мне случайно повезло, и все, такого не было. То есть здесь все-таки вопрос про Постоянную, терпение, регулярную работу, да. как и в сельском хозяйстве. Я вот сейчас думаю, как можно столько времени подряд вообще без остановки снимать и снимать. Это вообще капец. А у меня другой вопрос. Как снимать и параллельно заниматься сельским хозяйством? Год назад это было очень легко совмещать. Скажем так, в принципе, не так много работы было, и птиц не так было много. Там по каждому виду, допустим, по одной семейке, там это, не знаю, час-два может занять в день всего. А потом, когда уже пошла жара, и блок начал расти, и как бы снимать нужно побольше, поинтереснее, что-то интереснее придумать, чтобы завлечь людей, привлечь их внимание. И мне как бы больше интересных пород тоже захотелось завести. Уже стало немного как будто бы трудновато. Это вот я, например, целый день снимаю, а в основном я монтирую вечером, чтобы как бы галерея не засорялась, не накапливалась, чтобы потом было самому легче. Но не всегда, конечно, это удается. Не, ну я не понимаю, как совмещать уход за животными и птицей и ролики. Ну, у меня это легче, потому что как бы контент у меня именно про то, что я веду хозяйство, работаю там, все это. Я это просто параллельно снимаю. Работаю и снимаю. Ставишь на какую-то запись и... Ну да, нарезаешь? штатив помогает. Хорошо. А как твой день выглядит? Вот один день молодого фермера. Один день загруженного дня в деревне. Я рано не просыпаюсь. 8 часов для меня нормально. Я вот просыпаюсь, сразу выхожу на улицу, там летом, естественно, воду все пьют, нужно поменять у всех воду. У нас там есть большая такая емкость, где там наполняется вода, и я такой ведром наполняю и шагаю туда-сюда по всему хозяйству, меняю у всех воду. На это, наверное, уходит, полчаса, скажем так. Потом, когда все довольные и счастливые почти, я их иду кормить. У всех там разный рацион, у кого-то зерно, у кого-то комбикорм, там кому-то травы дать, кому какие-то овощи. Опять же, по всем пройтись, это еще, наверное, полчаса, час. И потом я захожу завтракать. Когда завтракаю, там либо историю выложу, либо еще что-нибудь параллельно. Обычно в деревне же дела не заканчиваются. Это да. Там какие-то дополнительные работы, где-то что-то почистить, где-то что-то подмести, что-то построить, где-то отремонтировать. Вот так проходит день. Потом в обед, после обеда нужно опять всех покормить, напоить. Там воду все выпивают. И все это я параллельно снимаю. У меня есть день недели, когда я, например, посвящаю уборке. На это обычно уходит почти день. Там полностью очистить, новые постелить, чтобы у всех было чисто, сухо. Летом, конечно, полегче, потому что птица в основном на улице тепло. А в зимнее время вся птица в сараях, в птичниках, в курятниках. Там уборка происходит немного почаще. И тут есть как бы лайфхаки, скажем так, помощники. Вот эти современные бактерии есть, их подсыпаешь в подстилку, и можно целую зиму не убирать. Там все Серьезно? автоматически. Там бактерии живые, Съедают они, грязь? перерабатывают, съедают. Реально нету. Я такой, прошло 3 недели. Обычно я убирался раз в 2 Мне недели. нужны такие в квартиру.
Прошел месяц, я такой, а где ты грязь? Все сухо и чисто. Реально я такой, ничего себе, круто, интересно. Ну, я твой блог посмотрела, в принципе, от корочки до корочки, наверное. И мне интересно, ты постоянно делишься какими-то секретами ведения хозяйства. Вот откуда ты их берешь, так много всего знаешь? Наверное, я насмотрелся тоже перед тем, как все это показывать, рассказывать. Потом уже по мере разведения, ведения, какие-то интересные моменты сам замечаешь, ну и людям подсказываешь. Есть какой-нибудь самый часто задаваемый тебе вопрос про сельское хозяйство от подписчиков? Надо подумать. Сейчас, секунду. Или самый бесящий тебе вопрос, или самый кажущийся тебе простым и очевидным? Ну вот, в начале у меня блог был более тематический, я там отвечал на какие-то определенные вопросы. Вот один ролик был посвящен одному вопросу. В основном это были вопросы про мускусных уток, моих любимых. И вопрос, как понять, что утка высиживает, что она вот готова стать мамой. Вот это самый частый вопрос, наверное, был. Потому что это реально сложно как-то понять. Я сам сначала вообще не понимал, потому что она сначала начинает щипать пух, там начинает какие-то звуки издавать, они такие пикают. Поэтому на это может пройти, ну, там индивидуально у каждой утки там 5-10 дней. И только потом она полноценно сядет, и можно положить ей яйца в гнездо. Если это сделать пораньше, она может яйца испортить. Если сделать попозже, ну, ничего страшного. А потом начали появляться вопросы, один ли ты живешь в деревне. Ну, как бы я там родителей не показывал, да, они не особо как-то, наверное, сниматься любят. Кстати, да, интересно, как они относятся к такому твоему активному видеотворчеству. Вот, про родителей вопрос. Я пишу там ответы, вот я живу в родительском доме, как бы они помогают мне, когда там я уезжаю на какие-то мероприятия, либо еще что-то. И они сначала даже и не знали, я думаю. Я просто снимал, выкладывал что-то. Это сейчас там мама вообще главный фанат, там все видео лайкает, там такое сердечко ставлю во всех. Бабушка тоже сейчас подтягивается, она говорит, мне социальная сеть нужна, которая запрещена. Ты научил ее включать VPN. Я говорю, тебе это будет сложно. Такая, надо, наверное, скачать. Плюс там один комментарий или лайк будет. Что? Смотри, давай все-таки хочется немножко вернуться к тебе, тому маленькому восьмикласснику. Мне кажется, но это может быть у меня такой стереотип, который сейчас развенчаешь ты или подписчики напишут в комментариях, что вот в 8 классе как мальчик вообще может заинтересовать снимать блог про деревенскую жизнь. Ведь есть же такой стереотип, ну, условно, что надо из деревни скорее переезжать в город, что деревня – это только грязь, много работы и мало каких-то там финансовых, да, там, если ты не крупный фермер, доходов, что как бы это все, от чего нужно бежать. И, в принципе, мне кажется, там многие бежали раньше, да, не знаю, как сейчас, возможно, тоже бегут в города. А ты, наоборот, ты такой, я буду делать этот контент, я не буду снимать ролики, типа там, я супер геймер, играю во всякие игрушки, или там, смотреть, какой я стильный парень. Какие еще виды контента есть? Или там, я не знаю, загадки истории. А ты просто взяла и начал снимать вот про сельское хозяйство. Мне просто интересно вообще, почему так произошло? Мне, наверное, это тоже как бы не быстро вот так пришло. Как же говорил, до 8 класса, ну, либо до 7, так и думал, что мне это точно не нужно, что в деревне это всегда много работы, там грязь, все такое. Потом, когда у меня появились первые животные, я просто к ним заходил и сидел у них час. Появились или да, родители купили? Я маму попросил купить, ну, у меня своих денег не было, я маме говорю, купите мне семью мускусных уток. У нас в деревне продавались. Мама пошла навстречу, такая, ну, хорошо. Я помню еще до этого на день рождения просил себе купить кролика. Мне знаешь, как говорили, вот ты сейчас немного с ним повозишься и потом бросишь нам за ним смотреть. Да, мне так же на собаку отвечали. Да, вот. И потом, когда вот купили все-таки, я после школы, например, там заходил к ним, просто сидел час, смотрел за их поведением. Они там что-то шипят, там они такие красивые, элегантные. Интересно было за ними смотреть. Вообще не понимаю, как это произошло. Ну, это нормально, мне кажется. Зов сердца, отработка кармы, родовые сценарии. У меня сейчас есть очень много версий, потому что я немножко, пока безработная, увлеклась всякими спиритическими идеями, чтобы объяснить себе свою жизнь. Да, поэтому я, знаешь, после поисков чего-то глобального возвращаюсь к своему контенту, к мускусным уткам и возвращаюсь с небес на землю. Ну, на самом деле, вот когда вот в город приезжаю, там, на 3-4 дня, я за последний год в городе не был больше, наверное, 4 дней. Ну, все время был в деревне. Я вот сейчас какой день в городе? Неделю почти. Ну, это очень только из-за того, что 1 сентября нужно учиться. Да, учеба. Пока что первое время нужно на занятия как бы ходить. Ну, в принципе, интересно. Не сидишь там на парах такой,
Ох, когда закончится. Там какие-то интересные информации рассказывают про животных. Можно посидеть, послушать. Ну, кстати, давай расскажем слушателям, потому что я-то знаю твою историю с поступлениями, что ты тоже как-то не сразу нашел, но нашел какой-то себе интересный факультет. Давайте начнем, наверное, с класса 9. Родители мне постоянно говорили, что вот нужно на медицинский. Это профессия востребованная. Никогда ее там роботы не заменят, поэтому всегда будешь с работой. Ну, я такой, хорошо, буду сдавать биологию, химию. В 9 классе сдал, 10 профиль туда же пошел. В 11 классе сентябрь тоже профиль ходил на биологию, химию. И потом, по-моему, еще с братом что-то разговаривали. У меня есть старший брат. И я такой понял то, что я не хочу быть врачом. Это как бы, чтобы быть врачом, нужно действительно хотеть, потому что это нужно работать с людьми, помогать им. Но если как бы ты будешь сидеть на работе, которая тебе не нравится, ты там, возможно, людям будешь хамить, либо еще что-то такое. Я не хочу такое. Вот, поэтому я вас позову. Сидите в коридоре. В очереди к другому врачу там, да. Вот, и я решил сдавать информатику. Ну, первые 2 недели я вообще думал, может, английский сдавать, что сдавать еще. И потом все-таки решил остановиться на информатике. Ну, сейчас IT так развивается, интересная профессия, у меня и с математикой хорошо получалось. И я в итоге целый год готовился к информатике. У мамы подруга есть, она мне говорила, вот у тебя же животных много, там, не хочешь ли ты на ветеринара, либо что-то такое похожее. Ну, я такой говорил, не, для меня это казалось тогда стрёмно. Не знаю, почему так. Как это на ветеринара я пойду, нечего делать, что ли? Потом я, получается, поступить хотел на программиста в Казань. Там было очень хорошее такое перспективное направление в КФУ. ИТИС называется. Получается, это отдельный такой институт при университете. Прям очень классный. И там баллы проходные были 270 с чем-то. Ну, я там пролетел. И такой, все, куда мне идти? В армию, наверное, пойду. Потом с другом мы пошли в ЧГУ. Где место есть, я туда и поступил. Это был факультет энергетики и электротехники. Ну вот, 1 сентября такой пришел, что тут делать? Первый семестр отучился, и после этого туда я вообще не ходил. 1,5 года. Ну вот, когда я туда ходил первый семестр, еще 2 семестр я в городе что-то пытался работать, где-то работу найти, что-то придумать, чтобы скучно не было. И летом я приехал в деревню. И с этого момента я начал опять там расширять животных, потому что в 11 классе мы как бы их немного уменьшили, потому что я как бы уезжаю в город, то за ними будет следить, потому что это было мое хобби, а не у родителей. Поэтому не хотелось как бы задачи и дела лишние на них оставлять. Поэтому там было вообще по минимуму оставлено. И вот с того лета, когда я перестал ходить на учебу, целый год, получается, без перерыва почти я был в деревне. И за этот год там максимально все, там это купил, вот все разом увеличил, ну и пошло-поехало. И блог начал вести. А сейчас вот хобби, которое у меня было, это ведение хозяйства и блогерство, в принципе, потихонечку, наверное, перерастает уже в мое основное занятие и работу, можно сказать. Ну, хобби, которое ты занимаешься, приносит тебе деньги, работы, конечно, назвать сложно, да, ведь? Ну, это звучит как идеальная работа. Я бы назвала это так. Ну, кстати, в итоге ты не рассказал, что ты перевелся в сельскохозяйственную академию? После того, как я вот начал плотно заниматься там хозяйством и блогом, меня начали там где-то замечать, на какие-то мероприятия звать, именно связанные с сельской тематикой, да, ведь там какие-то форумы, фестивали, и мне вот тоже кто-то подсказал, почему не переведешься в аграрный. Мне кажется, это тебе тоже было бы полезно и интересно. В итоге я решил перевестись, думал, какой факультет. Решил остановиться на факультете ветеринарной медицины и зоотехнии. Ну, наверное, это один из самых сложных факультетов в аграрном университете. Но зато, я думаю, интересно и полезно новые знания получить, потому что с увеличением хозяйства, поголовьем там птицы, животных, нужны и более профессиональные знания, чтобы каких-то ошибок не допустить, а не просто там какие-то народные средства, скажем так, и методы. А есть планы какие-то вот по развитию хозяйства, как ты видишь себе его? Мне прям очень интересно было бы какой-то сельский туризм, либо базу отдыха там в будущем сделать. Мне кажется, это очень прикольно было бы. Сейчас потому что людям... Агротуризм. Да, в городе устали, наверное, люди, постоянно работы, и им выбраться там на какую-то природу, либо дачу, это вообще самое лучшее, что может произойти в их жизни. Ну, дачи не у всех есть, скажем так. Если даже, например, у кого-то есть бабушки в деревне,
деревню, да, ведь там, например, как на базе отдыха, но все равно нет таких условий и интересных мероприятий. Я сразу скажу, что я могу быть очень необъективна в этом подкасте, потому что искренне считаю Кирилла крашем моего августа, как я называю, Юрату, вместо слова краш. Тебе там всего лишь 20 лет, ты такой молоденький, а мыслишь как-то супер рационально и продуманно. Это прям восхищает меня. Что сказать, не знаю. Ты ничего, спасибо. Благодарю. Кстати, я перестал говорить спасибо, а говорю благодарю. А почему? Дальше благо? Да, потому что говорить спасибо, это означает, пусть тебя спасет Бог. Типа тебе, наоборот, будет плохо. Просто люди как бы в значение слова не вникают, просто привыкли говорить спасибо. Я стараюсь всегда отвечать благодарю. Наоборот, им хорошо делаю. Прикольно, я даже не думала об этом. А если говорить таф-тапуш? Интересно. Вот чувашская, не знаю, не вникал. Там, надо спросить у Тияра. Да, он, наверное, точно знает. Мы так быстро от темы к теме переходим, я вообще в шоке. Нормально, чё. Я когда смотрю, где-то что-то снимали, рассказывали, начинаем обсуждать один вопрос, в итоге вообще находим, я не знаю, с Аликом до Питера. Но мы остановились на агротуризме и на твоем желании открыть отель. Ну да, что-то такое, например, там летние глэмпинги, скажем так, для начала. А где бы ты хотел их открыть? Наверное, где-то в своем же районе, как бы свой район немного развивать тоже. У нас как бы от города час ехать. Люди в Москве добираются до работы 2 часа. Да. А тут с города час приехать, чтобы отдохнуть, это вообще без проблем для людей. Ко мне вон за утками, курами приезжают там с Московской области, с Ульяновска, Серьезно? с Самары, да. Просто птицу купить. Потому что как бы они доверяют мне, видят и из-за этого приезжают. А если отдыхать, я думаю, вообще без проблем. Поэтому с этим я проблем не вижу. То, что нужно строить где-то, где большие города. Ну, а ты думал про какую-нибудь изюминку, чем быть привлекателен твой отель? Он будет привлекателен тем, что я Помимо буду того, хозяин. Да. Ну, потому что, Твой людям личный будет бренд будет интересно, его да. промоутировать. Да. Это круто придумал. Ну, хорошо, видишь, как. Блин, ты хочешь, чтобы ты его построил? Я бы приехала, правда. Блин, я сам мечтаю. Мне кажется, это будет вообще... Я такой лет через 5 буду ходить. Офигеть, что я смог. Это же еще столько ты закроешь всего. Окей, бизнес, деньги, но это же еще там продвижение Чувашии, продвижение Алековского района. То есть какие-то еще такие нематериальные ценности. Сейчас интересный момент, давайте расскажу. В первом семестре, когда я в городе учился, я завел себе кошку. Зовут его Полосатик. Она сейчас пока что в деревне. Я помню, когда еще первый семестр ходил, второй не ходил. Я типа говорил кошке, я когда стану там, не знаю, крутым, новый дом, я тебя с собой возьму, и ты все это увидишь. Ну, я, короче, обещание дал кошке. И я это должна выполнить. Вот, я его с деревни заберу, когда новый дом построю, там, крутое что-нибудь сделаю. Пусть все у тебя исполнится. Боже, Кирилл, я тебя реально обожаю, Юрату, просто максимально. А как твои одноклассники, они как-то следят за твоим блогом, вот когда ты начинала снимать или... Да, в школьное время я вообще никому не говорил. Мне было страшно, что узнали, что я снимаю. Первое, кто меня спалил, это был мой друг, одноклассник. Если не ошибаюсь, либо 9 класс, либо 10, наверное, 10. Мы сидим на уроке, я что-то там статистику YouTube смотрю, и он такой увидел у меня в телефоне, такой, что у тебя там цифра 50 тысяч, наверное, не деньги. Я такой, ничего. Ну и проехали. На следующий день утром я там в школе уже сижу, у нас там диванчик был, он такой поднимается с лестницы и говорит, я нашел твой YouTube. Нет. Ну, он типа сказал, интересно, прикольно, красавчик, что так занимаешься. Классно, что они засмеяли, а то дети бывают иногда жестокие. Ну, никто не знал, это только он. Наверное, полноценно узнали, это только после того, как я школу закончил. Я считаю, слава богу, потому что, какие люди они в школе, они бы в любом случае, там было бы много смеха, как бы это не хотелось. Буллинг, скажем так, вот это новое слово же у нас есть. Наверное, было бы сложнее. У меня двоюродная сестренка есть, она на 2 года младше меня. Я когда начал все уже полностью блог вести не только в YouTube, там, и в остальных социальных сетях, и уже это открыто транслировать. В школе, там такие слухи пошли, типа, вот в школе учился хорошо, там с красным аттестатом закончил, сейчас там решил остаться в деревне, что-то какую-то фигню снимает, там, блогер, ха-ха-ха. Со стороны учителей это, наверное, слышал. Но в школе тоже есть учителя, которые вообще... Поддерживали. Да, это Татьяна Германовна. Салам. Если она вдруг это слушает, она вообще one love учитель. И
И когда я поступал там в Казань, хотел поступить в Казань, она там писала там, хотя мы школу закончили, типа, как у тебя там с поступлением, получилось ли. Потом, когда я начал ролики уже транслировать на своей странице, там ВКонтакте с Ютуба, комментарии писала, вот круто, молодец, интересно, что занимаешься тем, чем хочешь, и как бы не стесняешься этого. И вот сейчас недавно мы переписывались. В общем, самый Приятно. лучший учитель. Хотя у нас она и не на постоянной работе, у нас в школе работала. Она приезжала к нам преподавать проектную работу. Она сама в другой школе учит. А какой предмет? Это мы изучали на технологии. Есть еще один Кирилл у нас в классе. У меня вот недавно в социальной сети запрещенный интересный эксперимент был. Вот, он помогал мне снимать. Деньги за подписки раздавал? Да. Я, кстати, была, когда я посмотрела это где-то там недалеко от залива, такая думаю, так где там ходит? Где он, да? Молодой фермер, хочу полтос. Кстати, наверное, можно и про блогерство поговорить. И интересно, расскажи, как вот ты там привлекаешь подписчиков, да, ты сейчас как-то взялся развивать, я так понимаю, еще и свои страницы разными способами привлечения. И если вкратце, Кирилл ходил по заливу, да, и предлагал незнакомым людям подписаться на твои аккаунты за 50 рублей. Как тебе вообще? Либо шоколадку. Там можно было выбрать. Я там купил целую сумку шоколадок, открыл, повесил, такой, денежки, либо шоколад. Но там многие, знаешь, так настороженно отходили. Не-не-не-не. Как тебе вообще такая идея пришла в голову, и насколько это был выход из зоны комфорта? Я эту идею увидел еще у одного блогера, который я давно слежу за ним. Это было вообще максимально страшно. Предыстория. В школьное время я был человек, который нигде не участвовал. Выступить на сцене это было для меня вообще как умереть, сквозь землю провалиться, либо еще что-то. Мне вот как раз-таки друг, с которым мы снимали, он мне говорит, ты же говорил, что ты социофоб, да. Он мне говорит, ты вообще не социофоб. Но для меня это снимать даже при родителях, там, например, для YouTube ролики раньше было, как-то непривычно, не стрёмно, какое-то такое ощущение. Нужно к этому привыкнуть, камеры. А сейчас тут вообще при людях еще там с какой-то вывеской руки поднял и ходить. Но это было очень страшно, особенно в первые 10 минут. Потом там раз к одному человеку подошел, к другой компании, еще к одной. Там видишь, что люди нормально, адекватно реагируют. Ты из-за этого не умер, во-первых. И как-то уже легче. Сейчас, наверное, если я второй раз что-то такое буду снимать, мне намного легче будет. Вот это вот первый раз, когда я что-то такое подобное снимал, при большом количестве народа вообще. А как ты сам доволен результатом? Сколько подписчиков пришло? Это я делал не для подписчиков в основном, а для контента. Интересный эксперимент, инфоповод, так скажем, для людей. О, моя любимая тема про контент. Давай-ка поговорим, обсудим. Давай. Я просто сейчас, пока ждала Кирилла, сидела в кафе и подслушивала разговоры людей. Иногда я так делаю, мне интересно. Особенно, если я одна. И там за одним столиком сидели двое мужчин и обсуждали, где высаживаться с яхты в Марселе или в Барселоне. Такая, думаю, вау, как интересно, в Чебоксарах обсуждают там Средиземноморское побережье и круизы по нему. А за другим столиком сидела девушка, явно на созвоне, знаете, с таким наставником, экспертом блогеров, мне кажется, которая там такая говорит, задает вопросы. Мне нужно там упаковать мою страницу, мне нужно от тебя, чтобы ты подсветила, чем я могу быть интересна людям, мне нужно, чтобы ты прислала мне сценарии для сторисов, и я вот сидела и такая думала, я никогда не подпишусь на человека, который там заранее по каким-то сценариям что-то хочет делать, я лучше на мужчин с яхтами подпишусь и буду смотреть, где лучше все-таки выйти, в Марселе или в Барселоне. Вот, но я так понимаю, если ты там блогер постоянный, да, ты этим занимаешься там как работой, то все-таки есть какие-то контент-планы, какие-то там способы, лайфхаки. Вот как у тебя вообще с придумыванием контента? Про эту девушку немного поговорим. Давай, я рада ее обсудить, если она вот реально только-только начинает и сразу начинает со сценариев, которые у нее расписан, не сама она это все расписала, а кто-то другой человек, то это будет максимально вообще наигранно, как-то неинтересно, скорее всего. А вот уже когда, скажем так, у тебя времени, возможно, немного не хватает, можно там расписать, например, не прям там stories 1 это сказать, stories 2 это сказать. Так, тезисно. Вот, например, у меня там понедельник, я туда-то туда хожу, вот это лучше интереснее показать людям, про это рассказать, там вот такой-то рилс выложить, да, ведь клип,
но это необходимо делать, чтобы самому легче было. Ну, просто мне кажется, что в блогинге всегда интересна личность. А если ты пытаешься ее просто себе построить какими-то сценариями, там, у меня проблема. Я просто много таких сторисов недавно видела. Видно там какую-то одну школу, там, я плачу, сегодня что-то случилось, и потом там какой-то сторителл у всех через день примерно одинаковый, какой-то глобальной проблеме, которая, если честно, не проблема, а там, знаешь, не успела купить муку. Это они пытаются так привлечь и повысить охваты, якобы у них что-то ужасное случилось. Есть такой, возможно, это не миф. Какая у тебя первая сторис, такие будут и охваты целый день. Угу. Ну, я думаю, это правда, потому что люди зайдут, если ты там такой... Капец, что случилось. Да, и такие, что у него случилось? И будут ждать. Им интересно. Если просто там сказал, всем доброе утро, у меня сегодня хорошее настроение, и всем удачного дня. Как бы никакого продолжения открытого конца ты не оставил, люди про тебя просто забудут. Ну ладно, доброе утро сказал потом и сказал. Я же зайду, и там вот после этого капец будет какой-нибудь, ерундовый повод, и я почувствую себя обманутой, и я это всегда, кстати, так делается, я тоже замечаю. Там сначала такие пишут, вот, что-то произошло, вы сейчас офигеете. Потом следующие 3-4 сторис обычные, и потом полдня с лишним пройдет, и только рассказывают. Вот, помните, я говорил, что вообще капец? Я там что-то... Обычные или рекламные? Да. Блин, я просто, я не знаю, кто на это ведется. Это еще, наверное, ошибка, скажем так, рекламодателей, которые отправляют техническое задание блогерам, и они по этому техническому заданию снимают. Там, скажем так, если мне, например, эта реклама отправляет, у меня вот сейчас начали рекламные интеграции тоже появляться, что не может не радовать. Там мне отправляют, например, за, не знаю, дня 4-5. Я там такой смотрю техническое задание. В основном под себя подстраиваю, чтобы как бы это не выглядело как-то глупо и слишком наигранно. И это нужно, наверное, лучше сделать так, чтобы вся история, которая подводит к рекламе, была не в течение одного дня. Хотя бы 2 дня там взять. Вот сегодня ты вот что-то подводку выложил, люди это заинтересуются, какие-то вопросы зададут, и на следующий день как будто бы ты им отвечаешь на их же вопрос. Они как бы сами же попросили. Ну ладно, я расскажу. Это был вообще такой секрет был, знаете. Это, наверное, понимают, о чем я кто Нет, я понимаю, снимал, либо снимает. А кто постоянно просто следит, возможно, это даже не задумывается, что это специально делается. На самом деле это так. Просто все-таки нужен какой-то, я так понимаю, сторителлинг, план примерный. Это как ты уже делаешь не блог, ты делаешь журнал, в принципе, планируешь его. Да, вот насчет блога. Я сейчас, получается, прохожу обучение по продвижению, чтобы легче было и интереснее вести блог, и какие-то знания уже появляются, и какие-то понятия, как лучше делать и как завлечь людей. И чтобы им было интересно, в общем. Если к тебе, например, пришла волна подписчиков после там какого-то интересного видео, которое залетело, необходимо познакомиться обязательно с ними, рассказать там про себя. Если человек пришел на твою страницу с каким-то ярким событием, для того, чтобы он остался у тебя на странице и дальше вовлекся, необходимо ему предоставить такое же яркое событие в ближайшие 2-3 дня, чтобы он такой пришел, вау, у него тут происходит какой-то движ, и он уже как бы сначала завлекается на события, которое у тебя залетело в Reels, например, ведь у меня это сейчас происходит с роликом про павлинов. Он почти 90 с чем-то набрал уже. Люди такие видят, он там завел павлинов. Инстасамка? Нет, инстасамка 200 с чем-то пока что. Потом сейчас обсудим. Они приходят, если будет скучная история, типа вот «Доброе утро, сегодня я на учебу, потом приду», либо что-то, то они могут просто уйти. Вот у меня сейчас точно так же было. За последнюю неделю там пришло 1002. И я скажем, вот это модное слово, инфоповод сделал. По заливу гулял с этим интересным экспериментом. Людям это было интересно посмотреть, и они, скорее всего, и останутся. Сегодня, конечно, тоже нужно было бы что-то интересное замутить. Ты мне знаешь, кажется, что-то из психологии так закрепить, запомниться, как рекламу надо показать 100 раз, чтобы ты понял, что именно этим порошком надо стирать
стирать одежду. На самом деле, да. Короче, нужно, чтобы каждый день о тебе хотя бы узнавал один новый человек. Это супер важно. Ну и постоянно появляться на глазах, на виду. Неважно, будет на тебя человек подписываться, либо только один раз увидит. Он раз увидел, твое лицо уже у него где-то в голове есть. Второй раз увидит, третий раз увидит, и третий раз уже точно подпишется. Если ему третий раз это встретилось, значит, ему это интересно, скорее всего. Ну, мне кажется, так сложно. Вот я просто сейчас делаю подкаст, и мне хочется, чтобы про подкаст знало как можно больше людей, желательно вся Чувашия и Россия, конечно же. Я думала, я буду делать классный контент, и все будут его слушать. Но на самом деле так не работает. Нужно, чтобы там каждый выпуск как-то продвигать, делать так, чтобы его узнавали. И это так сложно. Хотя я занимаюсь маркетингом, СММ и так далее профессионально там лет 10, но когда там ты делаешь свой продукт, это же тебе нужно еще кого-то попросить. Если где-то что-то тебе откажут, ты воспринимаешь немножко на свой счет иногда. Ну, да. Поэтому, ребят, я всех прошу поддерживать подкаст и то, что вам нравится у блогеров, лайками, репостами, комментариями, потому что это, правда, очень помогает, чтобы эта работа была увидена еще другими людьми, а чем больше людей смотрят и слушают, то как бы тем больше, наверное, кайфа ты получаешь от того, что ты делаешь, и хочешь делать еще лучше свой продукт, свой блог. Полностью согласен. Есть такое выражение, которое я недавно услышал. Быть блогером – это полноценная работа, 80% которой вообще не веселая и неинтересная. Короче, хочется поговорить немножко еще про контент, после которого я влюбилась в Кирилла. Я уже столько раз уже призналась в любви сегодня, извините. Это твои эти самые чувашские песенки. Они, мне кажется, очень простыми в исполнении, но в этой простоте так много какой-то гениальности. Вот. Давай обсудим их. Получается, ты перепел на чувашском «Инстасамку за деньги», да? Да. Ты сделал какой-то прикольный ролик про чувашскую эстраду, чувашская дискотека, и мой любимый ролик про куриный суп. Куриный суп, да. Ребят, посмотрите, если вы не видели, они, правда, какие-то супер гениальные. Так, как ко мне вообще пришла эта идея? Я увидел примерно такое же исполнение, только на русском, под песню «Инстасамки». Я такой, почему бы не сделать на чувашском? По-любому такого нигде нет. Спел? Ну, как спел? Я считаю, что спел гениально. То есть ты спел вообще не по нотам, но в этом я вижу для меня это было вообще там... Я не человек, который не умею петь. А я такой, какой это кринж выставили. Такой, ну ладно, пускай все посмеются. Это, наоборот, интересно, завлечет внимание. Помнишь какие-то строчки оттуда? Может, она поешь? Коды на Эпхам купил. Эпхам купил. Хватит, да. Эпхам купил. Ну, это настолько классно, это заедается в голове, и это прикольно, потому что на чувашском какой-то современный тренд обыгран. Да, интересно. А про куриный суп? Куриный суп – это под песню Губина была «Ночь». Я каждый раз, когда эти песни слышу, вот это мои слова вспоминаются. Ну, ты сам переводил? Ну да, я сам придумывал. Просто там ходишь, такой в голове какая-то... Там одно слово придет, которое случайно по фразе подойдет, и дальше я просто по смыслу подгоняю. И интересно получается. Вот это про Чохуманан, про вот этот куриный суп. Как у меня это пришла идея, боже, надо бы вспомнить. Чохуманан, а пацана парада, моя свара, пришимарта. Это просто гениально. Я каждое утро, когда в августе смотрела этот рилс, кажется, я накрутила тебе просмотров 200. Да, это хорошо. Или тут лачохишки. Да, это вообще концовка топ. Ты так еще немножко ее смазал, знаешь, я бы чуть подольше подержала. Кстати, конец я много раз перезаписывал. Почему-то вот это чохяшки у меня там не получалось попадать. Как я это вообще снимал? Получается, я просто взял телефон и сказал слова без мелодии, без минуса. Потом взял минус и просто наложил. И все, получилось примерно. Включил там первые 2-3 слова по рифме сказал, выключил и дальше. А ты не боялся? У тебя в основном же русскоязычный контент вот делать на чувашском? До того, как этот рилс залетел, у меня, в принципе, подписчиков было мало. Наверное, меньше 1000 даже. Либо 1000. И у меня вот после именно этого ролика пошел рост блога. Я получается, выставил с инстасамкой. Оно набрало меньше 1000 просмотров. Я такой, наверное, неинтересно, ничего не залетит. И потом, неделю через 2, она начала прям очень быстро набирать, там начали репостить, какие-то тоже чувашские блогеры зарепостили, там вот так по сарафанке, наверное, пошло, и она вышла, наверное, в чувашские рекомендации, и все начали ее видеть. Я вроде бы еще написал комментарий там, с какого вы района, и там все писать начали в комментариях, я вот Чебоксары, Ибреси, Яльчики, Аликова, Батрева, да, и люди, очень хорошо начали активность поднимать, и оно так хорошо
зашло людям. Ну, смотри, а если у тебя, например, было 100 тысяч подписчиков, ну, условно, 50 тысяч, как на Ютубе, ты бы выкладывал? У тебя же, по-моему, на Ютубе нет чувашского... Тоже есть. Я вот то, что выкладываю в основном в других социальных сетях, и в YouTube тоже выкладываю. Но в YouTube у меня, наверное, там аудитория уже немного сформированная, и это не чувашская. И там такие ролики не так хорошо залетают. Алгоритмы, наверное, сформированы, и то, что мои ролики показывают каким-то определенным людям определенного возраста, на чувашскую аудиторию это не переходит. Для того, чтобы мои ролики сейчас начали попадаться чувашским зрителям именно в YouTube, нужно много чувашского контента заливать. А вот про образы расскажи. У тебя что-то меняются прически, ты меняешь какие-то луки постоянно, вот там этот вот где-то на дискотеку собираешься, ты там так быстро переодеваешься во что-то. Да, вот как... это вообще интересно. Ты сам себе стилист? Да, я сам себе стилист, почти сам себе оператор, только иногда помогает. Если помогает мама, это происходит, с дубля 50-го. Хорошо. Почему? Как бы она, не училась где-то сниматься, либо еще что-то. Недавно мы начали работать с одной очень большой организацией в сфере садоводства. Я и, в принципе, сферу садоводства и огорода, и дачи не снимал раньше, только животные были. Я вот начал там томаты выращивать, и сотрудничаем сейчас мы с организацией, называется «Нетипичный фермер». Слышала? Нет. Не слышала? Звучит как название паблика. Я выращивал их семена. Томаты как раз это их томаты. Я вырастил, они мне реально очень понравились. Там урожай вообще мега крутой был. Я чисто по приколу им написал письмо на почту, интересно ли вам сотрудничество. Я вообще думал, что они не ответят. Они мне ответили, спросили номер, мы созвонились, и мы подписали договор, да. И у них в этом году второй год проходит выставка получается, в Москве, экспоцентр Москва-Сити, по садовой тематике. Называется «Нетипичный садовод». Это прям очень большая выставка, самая большая выставка в России в сфере садоводства. И меня туда пригласили в качестве блогера, тоже гостя. Там вот в основном все очень крупные блогеры, вот эти вот 100-тысячники как минимум. И я там тоже буду. Я вообще в восторге, на самом деле. Слушай, я сейчас, спасибо, что начал это рассказывать, вспомнила... Это эксклюзив был, я еще никому не рассказывал, кстати. Пока я смонтирую, уже, мне кажется, ты расскажешь. У меня в предыдущем подкасте героиня только собиралась поехать на Шри-Ланку на 2 месяца. И я выпустила этот подкаст, когда она уже приехала из Шри-Ланки. А как у тебя дела с чувашским языком? Ман чувашла дела, хеп калашап, таюрлап. Песня Щирафля. Да. Я с детства на чувашском разговаривали всегда в деревне с родителями. Я и в деревне сейчас с родителями на чувашском разговариваем. Это когда только приезжаешь в город, там с определенными людьми автоматически переходишь на русский, даже сам не замечаешь. Либо даже в городе там встретил человека, с которым в деревне общался, да, автоматом переходишь на чувашский, даже сам не замечаешь. Нет такого, что ты стесняешься говорить или... На чувашском? Да. Нет, конечно. Чего его стесняться? Наоборот, нужно кричать и разговаривать, чтобы все услышали. Я вот постоянно говорю, когда вот, например, однокрупники, да, я такой, знаете чувашский? Нет. Как так вы в Чувашии? Кто-то, может, приехал учиться, кстати, такое тоже бывает. Да, такое тоже. Все равно им нужно основные фразы выучить. Салам, менле бурнан. Из Камаджи. Это вообще самое главное. У меня вот в запрещенной социальной сети сейчас аудитория, наверное, больше половины это точно все из Чувашии, либо же люди, которые знают чувашский, но за пределами Чувашии. Процентов, наверное, сколько? 10-20 это только русские знают. Поэтому, если я что-то чувашское выкладываю, в основном все это понимают, и всем интересно. Да, я перед тем, как снимать, пишу там кадр 1, пою вот эту строчку, вот в этой локации и вот в это одет. Чтобы было интересно. Я сейчас попробую рассмотреть свою деревню с точки зрения локации. Так интересно пропишу. Локация 1 – амбар. Локация 2 – сеновал. Локация 3 – поле. Как это у тебя так? Навоз Куби. Я сейчас узнают на улицах. Бывает такое? В своем районе меня знают просто все, наверное. Потому что у нас есть группа, называется «Подслушано Аликово». Там весь район подписан. Даже там человек больше, чем количество человек в районе. Я не знаю как. Там, наверное, вот те, которые приезжают, либо родственники аликовских подписывают,
подписываются. И там постоянно мои ролики репостят, и все видят. Как-то раз захожу в Сбербанк, и там тоже женщина рядом заходит, которая там же работает. Я слышу, как они шепчутся, они такие: «Ща был мало, надо сниматься давать», либо еще что-то. И я услышал такой: «Щау». Ну, а вот сейчас ты же тут на обложках местных газет появляешься после еще рекламного ролика с Настей Ивлеевой, который крутят по федеральному телевидению. Да, это получается так. Съемки проходили еще в апреле. По-моему, 15-го я поехал. А просто до этого нельзя было ничего рассказывать и вообще показывать ничего. Ко мне, я просто обычный день был. Я там курятники строил, помню, весной, который вот у меня сейчас уже для новых пород. Что-то работаю, там устал, мне еще ночью было нужно поехать в город. Ко мне звонит Ирина, это получается как мой наставник в Япе, это социальная сеть новая, российская. Я такой поднимаю трубку, она мне сразу говорит: «Не хочешь на съемки в команду Насти Ивлеевой?» Я такой немного не понял вообще. Я еще прям в кипише ходил, потому что мне нужно было срочно заканчивать дела и выезжать в город. Я такой: «Не знаю, реально там Настя Ивлеева будет?» Она такая: «Да, она будет. На подумать 15 минут», говорит. Я такой: «Ладно, сейчас подумаю, поговорю». Отключил, сел, просто все дела бросил, сижу и думаю. Тогда у меня, скажу, с деньгами как раз какой-то момент был. Если смотреть по количеству, ровно столько, чтобы съездить в Москву было. Ехать, не ехать. Потом такой: деньги, они уйдут и придут. Там с братом поговорил, еще там с знакомыми, друзьями. Такие: «Конечно, езжай, если хочешь». Но у меня было внутри такое желание, я очень хотел поехать. Если бы я, наверное, отказался, я бы, наверное, вообще столько времени, наверное, думал: почему я не поехал? Звоню, говорю: «Да, еду». Она такая: «Супер». Как сами съемки, что ты чувствовал в этот момент? В тот момент я поехал в Москву вообще первый раз в жизни. Я никогда не был за пределами Чувашии в основном. Было очень интересно, скажем так. А у меня в городе, в Москве, точнее, двоюродная сестра тоже есть. Они после, получается, 11 класса переехали в Москву. Я сначала приехал к ним, и на следующий день утром в 7 часов мне там вызвали бизнес-такси. Вообще там крутая тачка была в главкино. Это, получается, очень большая площадка, там, не знаю, несколько гектаров, наверное, в Подмосковье находится. Там снимаются эти шоу «Маска» на ТНТ, по-моему, танцы тоже. Пришли, там что-то меня переодели, макияж, все такое. И вывели там на площадку. Там сначала снимался тоже один человек, который на съемки попал, пожарный. Он, по-моему, был из... с какого он региона? По-моему, Киров, если не ошибаюсь. Как оказалось, у него, по-моему, брат, либо какой-то родственник тоже из Чебоксар, и он сам родом из Чебоксар, просто переехал. Это мы потом узнали, когда просто переписывались, буквально месяц назад, наверное. Он увидел, когда эта рекламная интеграция вышла уже в телевизоре, он увидел это в прогород Чебоксары. Он такой: «Тебя там выложили?» Я такой: «Знаю». «У меня там родственник тоже». Я такой: «Значит, ничего себе». Мы земляки. Съемки проходили с 7 утра до 7-8 вечера. Разные локации там были подготовлены уже. Там, получается, был я в роли фермера, пожарный и ученики. Самое сложное, мне кажется, было это улыбаться. Почему? Я, в принципе, человек, который никогда не улыбался зубами почему-то. Чтобы показывать зубы. Не знаю почему. Тогда меня и научили так улыбаться. Я почему-то этого стеснялся. И сейчас и на фотках могу улыбнуться зубами. Вроде нормально. А в тот день, было волнительно. Все такие мне говорили: вы тут, наоборот, звезды, вы тут волноваться не должны, мы собрались ради вас. Осознать это было немного сложно. Вы тут, наоборот, в центре внимания, да? Мы там сколько? Человек 5-6 было. На такой съемке я был в первый раз. Фотосессия была тоже. Приятно. Это федеральная реклама, и очень приятно видеть родные лица земляков. Да, кстати, еще один вопрос. Это как стать блогером? Мне пишут, как начать тоже так снимать. Сразу хорошо и красиво никогда не получится. Я свои первые ролики в очень быстром темпе архивировал, потому что они были ужасные. Человек, который не привык еще к камере, там пытается что-то там «всем привет» сказать, либо еще что-то. Нужно просто начать. Если даже и ролики страшные, стрёмные, ужасные, их можно потом удалить. Но самое главное просто начать выкладывать. Как говорится, это база. Знаешь, я еще куда хочу. На какое-нибудь обучение, чтобы четко и хорошо разговаривать, красиво излагать свои мысли. Надо куда-нибудь записаться. Хореографа нашел? Пока еще нет. Там мне скинули столько вариантов.
Еще мне супер интересно, конечно, не прям спросить, сколько ты зарабатываешь, но расспросить про вот твои продукты. Ты еще зарабатываешь не только на рекламных интеграциях, да, каких-то, но и на натуральном хозяйстве. Сначала я продавал, в основном, это просто инкубационное яйцо со своего хозяйства для выведения. У людей пошел запрос. Они как бы сами начали писать, вот продаете ли яйца, продаете ли мясо, какую-то натуральную продукцию. После этого как бы начал тоже выставлять. Ну, мы же не в таких больших масштабах выращиваем и разводим, чтобы там много было на продаже. Это в основном было для себя. У меня вот основная цель хозяйства – это есть натуральную вкусную продукцию. Не с магазина. Если даже яйцо брать, магазинное яйцо я вообще просто не люблю, не могу есть. Оно невкусное, безвкусное. В этом году я выращивал вот бройлеров на мясо, перепелки появились, там излишки начали появляться, но я начал выставлять объявления. Люди очень быстро все раскупали. Я такой, нужно сделать более широкий ассортимент, чтобы как бы прийти, несколько продукций выбрать. И у меня на данный момент вяленые томаты, потом фрипсы. Фрипсы – это сушеные фрукты. Потом это также пастила, джерки мясные, это чипсы из мяса. Еще хочу сделать вяленую сливу тоже. Это на самом деле... Все, что это я делаю и предлагаю, я все это ем сам с удовольствием. Это реально очень вкусно. Да, это я все сам делаю. Дома? Да, сначала я это делал в деревне. Сейчас у меня, скажем так, цех производства перешел в город. Я в городе тоже все это делаю. Очень быстро раскупают, я даже не успеваю. Делать там фрипсы, да, ведь они усыхают в объеме в 15-20 раз. Допустим, из 2 килограмм, фрипсы это что? Сушеные ягоды и фрукты. Скажем так, из 2 килограмм яблок получается всего лишь 100-150 грамм фрипсов. Ну, ты сушишь их специальные сушилки. Да, в электросушилке. Многие спрашивают, кислые ли они, не слишком твердые. Они, мне кажется, просто идеальные, очень вкусно. Я их в первую очередь начал делать для себя, когда перестал есть сахар. Потому что сладкое все равно хочется иногда, а именно фрипсы, они прям очень сладкие и вкусные. А они как бы натуральный сахар, он все равно полезнее, чем магазинный. Были еще также на продаже перепелиные яйца, но сейчас они мне что-то очень понравились. Я их сам все начинаю съедать, и лишнего не остается. Ну, ты как самозанятый, как ИП, как-то официально? Сейчас я как самозанятый. Слушай, а нет желания там сделать какой-то бренд, там, не знаю, молодой фермер, и, знаешь, вот это все где-то делать, и чтобы имя на тебя работало, как там, знаешь, чипсы от Влада А4, условно, вот как блогеры делают? Свою продукцию, которую я произвожу, стараюсь красиво упаковать и подать, потому что только вкус, он не поможет продвижению. Люди, если не купят, они же не поймут, что он вкусный. Поэтому товарный вид тоже очень должен быть красивый и хороший. Я там упаковываю, делаю красивые наклейки, начал писать на специальных стикерах, типа от молодого фермера, подписи, сердечко, все. Продает твой личный бренд, как думаешь? Да. Ну, я думаю, в основном это и работает. Если бы как бы у меня блога не было бы, никто бы про меня не узнал, одно Авито не поможет. Там, если даже и на Авито посмотрят, подумают, он молодой, что-то где-то фигню какую-то покупает и перепродает. А тут люди видят, как бы вот я там томаты сам вырастил, их же завялил, их продаю. Они как бы натуральные, вкусные. Также и с остальной продукцией. Еще один запрос начал появляться, это пишут в директ, не выращиваешь ли ты микрозелень? Сейчас люди очень сильно запариваются насчет правильного питания. Микрозелень, она прям кстати. Это очень полезно и очень вкусно. Там в салат, даже в суп, скажем так, да, ведь любые блюда их можно добавлять. Поэтому у меня пока что это все в разработке. Думаю, размышляю, как это лучше сделать, с чего начать. Возможно, когда вы это уже слушаете, у меня можно купить микрозелень. Да, я буду очень долго монтировать. Слушай, а у тебя есть еще хобби? Кроме блогинга и сельского хозяйства, или времени вообще не остается? Времени вообще не остается. Сейчас хочу выделить время на танцы, на какое-то занятие, которое можно было бы от блога и хозяйства вообще отвлечься. Я вот когда смотрю какие-то видеоклипы с танцами, у меня прям вообще мурашки. Я такой, я тоже так хочу. Есть у тебя, может быть, какие-то пожелания молодым ребятам? Наверное, для школьников это самый актуальный вопрос. Кем я буду вообще по жизни, чем я буду заниматься. Для меня это был очень острый вопрос, я сам не понимал. Я это понял буквально тоже недавно. Наверное, за последние полгода, что мне действительно нравится, и у меня в голове не встает вопрос, чем я буду заниматься там
года через 2 вообще по жизни. Сейчас насчет этого я вообще спокоен и знаю как бы свои цели и задачи там на ближайшие, скажем так, полгода, и просто я их делаю. Поэтому хочу им пожелать действительно понять, чем они хотят заниматься. Если они вообще не понимают, это просто там день себе выделить, внутри себя покопаться, вспомнить, чем ты любил заниматься в детстве, что у тебя хорошо получалось. Есть же усталость, когда ты реально устаешь, и есть усталость от любимой работы. Вроде бы ты устал, но получаешь наслаждение. Если получать такое наслаждение после какого-то занятия, это по-любому ваше. Если это даже сейчас хобби, если даже это родители говорят, что не актуально, вообще не надо слушать, нужно слушать себя. Ну, ты же не любил работать в огороде в детстве, я так понимаю. Ну да, в детстве не любил. Но у меня все равно какие-то намеки в детстве были. Я постоянно там с 1 класса сам вызвался доить корову. Хотя я и не хотел в деревне жить. Но почему-то это меня затягивало. Я помню, в начальном классе и рассаду сажал, цветы сажал. Это все равно уже какие-то, ну, не знаю, как-то все само. Тянула тебя Да. земля. Будем готовиться к твоему открытию отеля сейчас. Топ-3 места Аликовского района, где можно тебя встретить. Первое место – это моя деревня. Деревня называется Малые Туваны. А не приезжали поклонники просто так? Слава богу, нет. Ну, подожди, придется строить скоро забор. Да, в комментариях есть разные люди. Есть люди, которые пишут, вот можно в гости, там, посмотреть животных, отдохнуть там от города. Есть вторая группа людей, которые меня почему-то ненавидят. Я даже на всякий случай убрал адрес. У меня потому что прям до улицы было все указано. Ну, потому что же ко мне приезжают там за птицей. После того, как я начал читать такие комментарии, я убрал на всякий случай, там, не дай бог, там, разные люди. Ну, безопасность скажем так, превыше да. всего, это правда. Я когда читал, мне действительно стало как-то не по себе и страшно. Понимаю это чувство. Второе место, где можно меня встретить, это Аликовский рынок. У нас вообще прекрасный базар. Мы там в детстве там и закупались вещами, к школе готовились. Да и сейчас там народа много. Следующее место, где меня еще можно встретить, это в просторах полей нашей деревни. Я же в этом году еще вот занимаюсь заготовкой чаев. Я там постоянно гуляю. Лес у нас еще рядом есть. Там тоже я постоянно хожу за грибами. Поэтому можете меня там тоже поймать. Кирилл, большое спасибо за интересный эфир. Мне кажется, было очень познавательно. Желаю тебе больших успехов. Хочется, чтобы все твои планы осуществились. Благодарю тоже. Благодарю за то, что пригласила. На самом деле тоже было очень интересно рассказать, поболтать, вспомнить. Антакала.